Советская система образования давала базовую, фундаментальную, научную основу знаний. Основу знаний, основу не знаю, а основу знаний давал. Школьники мы были совсем другими. Мы слишком занимались сами самостоятельно, мы сознательно занимались, очень много читали книги и так далее. Вот в книгах есть знания. Телефоны и так далее, сотовые, они просто дают, мне кажется, информацию вот молодому человеку, информацию дают. В общем-то, не дают вот в голове хорошо обдумывать и так далее. Ну, в общем-то, советская школа, система образования была самой передовой в мире. И тогда говорили в советское время, и сейчас мы можем то же самое говорить. Скажем, отдельные учебные заведения Англии или даже Соединенных Штатов Америки, они перенимали советскую систему образования тогда, в то время. И вот она оказалась, потому что советская система образования давала базовую, фундаментальную, научную основу знаний. Основу знаний, основу не знаю, а основу знаний давала. Сейчас все, мне кажется, не так, потому что в связи с глобализацией, вот, и в связи вот, с компьютеризацией, в связи с вводом IT-технологий и роботизацией, вот, и даже вот, и совсем изменилось, потому что то советское время, вот школьники, мы были совсем другими. Мы слишком занимались сами самостоятельно, мы сознательно занимались, очень много читали книги и так далее. Вот в книгах есть знания. Самодобывание – это самое главное, самодобывание. А сейчас, мне кажется, в связи с глобализацией, компьютеризацией, все можно найти вот в компьютере. И очень легко они сейчас находят, нынешние учащиеся, ответы на любые вопросы. Сами не думая при этом. Да, вот мало, потому что за них думает компьютер. И вот они-то, вот, не эти компьютеры, эти телефоны и так далее, сотовые, они просто дают, мне кажется, информацию вот, молодому человеку, информацию дают. В общем-то, не дают вот в голове хорошо обдумывать и так далее. Она не обрабатывается. Да, абсолютно. А мы, даже вот, я вот говорю, почему я кое-что умею сейчас писать и так далее, умел писать. Да потому что с малых лет мы, значит, обучались читать книгу. Вот, в начальных классах, даже, скажем, у нас был этот, в начальных классах, хоть я плохо знал по-русски, тем не менее, значит, у нас скудная библиотека была в начальной школе, да, и там мы читали все книги, потому что другого выхода. У нас радио не было, телевидения не было, кино нет, абсолютно. 2-3-4 урока до 12 часов все кончается, все. Чем книги читаешь, там берешь, там книги читаешь. Скажем, Васек Трубачев и его товарищи. Далеко от Москвы Ажаева, вот и так далее. Вот и еще другие, вот очень много книг мы читали, вот начальных классов даже. Вот. А мой брат, вот, тоже отличник учебы, он получил премию вот, книгу Грибоедова «Горе от ума». Он на 2 класса старше меня. Однажды приехал на каникулы, и он я учился в 3 классе, а он оканчивал 5 класс, и он у меня вот сидим, и он, такая большая книга Грибоедова «Горе от ума». Он читает, вот, «Горе от ума», все листал. А я сижу и слушаю. И думаю, как же так, вот, как может быть горе от ума? Да, я, в общем-то, это уже мозгами шевелить надо. Не просто механически читать, а мозгами шевелить надо. А сейчас такую возможность не дает эта компьютеризация, эта глобализация, все это очень быстро. У меня есть такой один интересный вопрос. Да, если советская система образования была лучшей в мире,
Почему вот на рубеже после развала Советского Союза так модно и хорошо стало учиться за рубежом? Мы начали отправлять своих детей в Англию, в другие государства, особенно Западная Европа, да? Почему так произошло, несмотря на то, что советское образование было лучше? В 90-х годах все изменилось. Так ведь? В 90-х годах все изменилось. Экономическое, социальное, культурное переустройство. Все изменилось в России. И, в общем-то, надо сказать, несмотря на это, скажем, да, когда мы приняли в республике Декларацию о государственном суверенитете, новую конституцию и ряд законов, утверждающих, скажем, переход в новое время для нашей республики, мы, конечно, дабы не отстать от других стран, мы тоже должны были, значит, посылать своих лучших ребят, молодежь нашу, другие вузы за пределами республики, России, Дальнего Востока, СНГ и за рубежом. То есть образование страны где-то произошла стагнация в 80-х Да, годах? конечно же, совсем же. Поэтому-то и надо сказать, все-таки, дабы не отстать от других, и наша позиция была в 90-х годах, можно сказать, очень слабая, абсолютно слабая. А вот на ваш взгляд? Вот я приведу такой пример. В 90-х годах, когда я стал работать директором департамента по подготовке кадров, да, вот мы делали анализ, да, и мы обнаружили, что на 10 тысяч населения, по числу студентов вузов, наша республика занимала в России 45-50 место. А чтобы как-то сдвинуться с места и, в общем-то, занять передовой позиции, нам надо было организовать все это. И поэтому совершенно правильно, вот в 1992 году Михаил Ефимович, наш президент, издал указ о создании, значит, центра по подготовке кадров за пределами республики. И меня он назначил директором вот этого центра. И этот центр в 1995 году был преобразован в департамент по подготовке кадров при президенте. Подготовки и расстановки кадров? Да. Я, в общем-то, с 1992 года мы сразу составили программу подготовки кадров. И надо сказать, что где-то через 10 лет мы где-то на 80-90% мы выполнили эту программу. Потому что мы подобрали очень хороший состав, скажем. Наш департамент был немногочисленный, там человек, чуть 13 человек там где-то работал, да. Но очень сильные ребята были, с новым мышлением, с новым подходом. И поэтому я с 1992 года сразу же взялся за эту работу и поехал в города России. Скажем, был во Владивостоке осенью 1992 года, в Хабаровске, Благовещенске, в Иркутске, в Красноярске, в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. А потом в декабре я поехал в Казахстан, в Алма-Ату в 1992 году. Это 31 год тому назад. Уже независимый Казахстан. Да, независимый Казахстан. Там Нурсултан Назарбаев организовал так называемый институт менеджмента, экономики и прогнозирования. И потом я был, даже в Ригу я слетал, уже в 1992 году. Почему? Потому что все-таки при Советском Союзе самые лучшие авиационные вузы были за пределами России. Это самый лучший, мне кажется, университет был по авиации Рижский, потом Киевский институт. После этого я был в Москве, Санкт-Петербурге, встречался со многими ректорами. И они очень хорошо восприняли. И что интересно, я был в комитете по высшей школе, тогда работал Кинелев, первый Владимир Кинелев, председатель комитета по высшей школе Российской Федерации, на Люсиновской улице в Москве. Я сначала, он не очень доброжелательно нас принял, потом
Мы с Михаилом Ефимовичем связались, и, в общем-то, мы его пригласили сюда. Он Киселев сюда приехал в 93 году здесь. И, в общем-то, после встречи с Михаилом Ефимовичем, в общем, он узнал, чем живет наша республика. И он сразу, в общем-то, совсем по-другому отнесся к нам. И каждый раз меня очень любезно принимал. А потом на его месте был Александр Николаевич Тихонов. Это сын бывшего председателя Совета министров Советского Союза Тихонова Николая Александровича. Он тоже в свое время работал там. Я с ним тоже хорошо ладил. А в Хабаровске у меня, я с ректорским корпусом России, в общем-то, старался установить хорошие деловые, официальные, ну, не только официальные деловые, но и, в общем-то, где можно дружеские отношения. Интересует вопрос, чисто вот ваше личное мнение. Ваше личное мнение, вот когда советская школа, лучшая в мире, начала стагнировать, когда вот начался регресс или стагнация, и почему, на ваш взгляд, она произошла, вот советская школа? И вот мы потом пришли к 90-м годам. Из-за чего это произошло? На ваш личный взгляд, личное мнение, когда это произошло? Ну, мы говорим, что советская школа, советская система образования была лучшая в мире, говорим, да? Но благодаря этому, скажем, Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года. Первого человека Юрия Гагарина отправил в космос. Первые мирные электростанции были построены. Вот. Первые атомные электростанции, первые атомные ледоколы запущены по Северному морскому пути. Так, ну, первая водородная бомба была взорвана на Новой Земле и так далее. Все это говорит о том, что все-таки наша система образования, конечно, передовая в мире, да? Была. А потом, значит, 90-е годы все перевернулось, все, в том числе и система образования. Вот. Откуда, если, скажем, вот, если сверху все перевернулось, наоборот, куда денется наша система образования? Вот так. Ученые стали уходить. И потому сейчас вот олигархат, в общем, начал образоваться. И, в общем-то, я однажды читал это высказывание Германа Грефа, да? Он говорил о том, что советская система образования самая отсталая, говорит он, да? Вот Герман Греф так говорит. И он говорит, что нам нужны только компетенции и навыки для бизнеса. И ему не нужны фундаментальные научные знания. Поэтому самые лучшие умы, молодые люди, которые имели возможность двигать нашу российскую науку, начали в массовом порядке выезжать за пределы нашей страны. И вот так, самые вот главари, можно сказать так, системы, вот они так заявляют, конечно же, очень сложно. Очень сложно. А потом они работают на Силиконовую долину, в США и так далее, и так далее. Да. Очень сложно. Вот я приведу такой пример. Все-таки образование – это самая основа всего государства. Вот этого понимала Англия раньше всех других. 1000 лет тому назад жил там король Альфред, который говорил, что мы обязательно должны уделять больше внимания образованию и просвещению. Он обязывал, тогда 1000 лет назад, там образования было очень мало, он обязывал, чтобы все чиновники, все те, которые работают во властных структурах, обязательно читали книги, обязательно что-то знали, он заставлял. И вот они открыли вот Оксфордский университет, в сельской местности, Оксфорд. Потом через 100 с лишним лет открыли, почти 200 лет открыли Кембриджский университет. И что получилось, скажем, из Оксфордского университета вот вышли 30 премьер-министров Англии, 26 премьер-министров Англии, 30 глав других государств.
других государств. других государств. Мягкая сила. Да. Из Кембриджа вышли 15 премьер-министров Англии, будущих, и 28 глав других государств. В Кембридже учились Джавахарлал Неру, Бертранд Рассел, Исаак Ньютон, ну и так далее. Вот все очень, Чарльз Дарвин и так далее, все очень сильные, мощные. Многие американские президенты учились в Оксфорде и Кембридже учились. Вот так. Поэтому образование. Образование самое главное. Только образование можно дать. Почему Англия в течение почти многих столетий владела полумиром? Почему она сосредоточила в своих руках всю банковскую систему мира? Да потому что Англия раньше других в глобальном масштабе она поняла, что такое образование и знание. Вот. И поэтому совершенно верно поступил Михаил Ефимович, когда создал этот центр и департамент по кадров, мы отстали. Я же говорю, мы по этому показателю, я же говорил, кажется, сейчас, что в начале 90-х годов мы делали анализ, на 10 тысяч мы занимали 45-50 мест. А через 10 лет, когда я уходил от департамента в 2002 году в Санкт-Петербург по спредам, мы уже занимали по этому показателю по России 5-е место. По статистике я говорю. После Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Тюменской области. Вот так. Это поэтому мы можем говорить, что на рубеже 2 тысячелетий наша Якутия удивила мир своими человеческими достоинствами, образованностью, оптимизмом, способностью жить в сложном мире и в гармонии с природой. Это благодаря мудрой, дальновидной, целенаправленной, системной политике нашего первого президента Михаила Ильича Николаева. Надо сказать, после где-то 2010 года, мне кажется, 9-8 годов, уже начали там подрезать крылья этого департамента. Да. И потом, значит, прятали какие-то остатки, куски под Министерство просвещения, образования и науки. И сейчас там, значит, раньше был какой-то отдел, а мне кажется, сейчас даже нет этого отдела. Мне кажется, только 1 человек или 2 занимаются этим делом. А раньше же департамент был как бы визитной карточкой нашей республики, визитной карточкой. А сейчас вот этого нет. Это очень плохо, мы не понимаем. И почему? Потому что в то время наш департамент оказывал очень большую поддержку, особенно тем студентам, которые обучались из северных улусов в центральных вузах, ну и из центральных то же самое. Потому что мы оплачивали проезд туда и сюда обратно год раз. Оплачивали разницу стипендий, то разницу, если, скажем, университеты сколько где получали в ЕГУ, столько же получали и в центральных вузах наши студенты, а там московские совсем мало получают. Вот так. Мы проживание оплачивали. Некоторым студентам мы оказывали материальную поддержку, материальную помощь. Помощь была очень колоссальная, большая. И это благодаря этому многие, конечно, стремились получать образование в центральных вузах. И в 1992 году, после начала нашей работы, я тогда понял, что все-таки Китай будет в будущем одним из гегемонов экономических и так далее на планете, и мы обязаны будем с ним, этой державой, держать связь. А чтобы держать связь, надо иметь тех ребят, которые хорошо бы знали китайский язык. И поэтому в 1992 году я начал направлять, вел переговоры. В 1993 году я начал направлять по языку китайского языка в Хабаровск. Там в Хабаровске был филиал института
потреб Союза Российской Федерации, так? Они там изучали, торгаши изучали языки, и мы там тоже направляли своих. Благовещенское был несколько там, единиц мы направляли. В Санкт-Петербург направляли, в Москву направляли. А потом через несколько лет мы сам Китай направляли. То же самое, применяя такие же льготы, вот, как и другим нашим студентам. Да. Хэйлунцзян, в Харбин мы направляли наших студентов на языковые курсы и так далее. Бангладеш – это очень бедная страна. 165 миллионов человек живет там. А территория точно такая же, как наш Иринжиганский район. Почему-то журналисты, мне кажется, не очень-то сейчас пишут об актуальных проблемах. Слишком все подались на сенсационные темы. А все думают, что очень большая зарплата, у госслужащих очень большая зарплата, говорят все. Так думают. А на самом деле? На самом деле там не того, большая зарплата. Если бы зарплата была прилично хорошая, и, конечно, ответственность бы повысилась, моя власть начала расшатываться, когда я стал не терпеть вокруг себя умных людей. Со всех национальностей надо брать, мне кажется, кадры. Со всех национальностей. Вот самых лучших.